Кто-то это видит и признает это аварийным, а я вижу, что это все будет красиво, долго стоять, если что, приложить руки и силы. Нашли через Авито, купили после долгих торгов за 3 миллиона его взяли. Вот. Зачем? Для того, чтобы, наверное, что-то оставить после себя. Иногда приходит такое, чтобы не только мы работаем ради денег, а для того, чтобы что-то все-таки осталось. Его признали аварийным, как мне известно, в 2012 году его расселили. После этого тут образовался бомжатник, жили бомжи, наркоманы. Кто захотел, тот заходил. Был в центре города общественный туалет, грубо говоря, никому не нужно. Я люблю дерева, но экологически чистые. Вот будем стараться как можно меньше использовать новых материалов, которые вредны, токсичные. Дерево настолько законсервировалось, что его не берут ни сверла, ни бензопилы. Уже произошла замена всех гнилых элементов. Из всего дома это было 2%. Мы поменяли, остальное все шлифуется, брошируется и остается в неизменном виде, в котором было. Мы его не трогаем. Материал подорожал 100 раз. Если дерево мы рассчитывали, в том году мы покупали 11 тысяч закуп, в этом году 25 тысяч закуп. Вот я покупал его, привозил. Сначала хотели все из нового материала, потом инфляция. Посмотрели, будем бэушный материал, который здесь. Будем его тоже приводить в порядок и делать частично из бэушного. Проходим муки ада, это пройти все кабинеты, и потом каждый друг на друга показывает пальцем, никто ни за что не отвечает. Подключение всех коммунальных услуг, это очень долго, приходится заново. В этом году только с электричеством бодался больше 6 месяцев, чтобы вот позавчера его включили. А так все это время мы работали с бензогенератором. В первую очередь, это мне интересно для себя. Это посмотреть, чего я стою, что я могу, и, может быть, даже потешить свое самолюбие. Да, я это взялся, я это смог, я это сделал. Но это надо понять для себя, что жизнь не только в деньгах, ты с собой это все не унесешь. Если мы его доведем до ума, лет 100 точно еще простоит. Если за ним ухаживать, а может быть и больше.